Все заявки, которые были представлены в Минфин Республики, были отработаны, и финансовые средства дошли до получателей. Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с исполняющим обязанности министра финансов Бекханом Аздуевым. По графику мы доставляем воду. Есть машины, которые подвозят воду для жителей. Расскажем о ситуации с водоснабжением в республике и о том, как решают возникшие бытовые проблемы. Это отходы, которые непосредственно на почве лежат. В отсутствие твердого водонепроницаемого покрытия. Здесь прямое нарушение требований экологических. Кучи разбросанного мусора, проросший бурьян и сброс стройматериалов. Целый список нарушений. Кому это не надо? Хочу пригласить всех жителей республики приехать, поддержать наших спортсменов. Действительно будет хороший праздник. ММА атакует. Надвигается спортивный праздник настоящих ценителей смешанных единоборств. От идеи до готового проекта мы будем работать с этими ребятами. Форум сбывшихся надежд. Машук-2017 готовит настоящих профессионалов. Какие проекты в приоритете? Здравствуйте, это новости 24. Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с исполняющим обязанности министра финансов Бекханом Аздуевым, который проинформировал руководителя субъекта о том, что Минфин перечислил в полном объеме средства всем учреждениям бюджетной сферы, включая детские сады и учреждения культуры, на выплату заработной платы и отпускных. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату социальных пособий по безработице Минфином, тоже своевременно перечислены Минтруду в соответствии с утвержденными лимитами, включая июль. Глава Ингушетии напомнил, что задержки по заработной плате должны быть исключены, а уж тем более отпускные выплаты. Касается это не только работников бюджетной сферы, но и хозрасчетных организаций. Отдельно хотелось остановиться на тех поручениях, которые вы давали в начале отпускного сезона наших педагогических работников и работников дошкольного образования. Хочу сказать, с этой задачей мы справились. Только по Министерству образования, школам и дошкольным учреждениям мы выплатили около 500 миллионов рублей. Все заявки, которые были представлены в Минфин Республики, были отработаны, и финансовые средства дошли до получателей. Почему тогда жалобы поступают? Ну, скорее всего, здесь жалобы были 6 детских садов и там несколько школ Министерства образования. Так как Министерство образования вовремя не отработало и не представило Министерство финансов свои расчеты, вот только из-за этого была задержка. Ну, лично разбирайтесь с этими жалобами, хорошо? Хорошо. Посмотрите, там, если по детским пособиям у нас особых нет сейчас жалоб, потому что там тоже на контроль надо держать, то отпускные на контроль взять и по дополнительной выплате за единый государственный экзамен. Я и раньше вам говорил, у нас есть так называемая кредиторка перед поставщиками продуктов питания в школы, в садики и так далее. Да. В социальном учреждении. Так? Да. Я ставил за Совет Безопасности задачу, и там выяснилось, что процентов как минимум 30-40 завышенные цены на продукты питания. На некоторых там продуктах питания даже на 80% завышены. То есть выше, на порядок выше рыночных. В среднем даже по СКФО. Да. И это здесь, опять же, на каком основании, почему нет контроля со стороны и Минфина, со стороны там, и Министерства образования, и муниципальных образований. То есть почему директор сам по себе с поставщиком. Во-вторых, нечистоплотность самих поставщиков в этих вопросах. Да. Вот здесь надо смотреть. По каждому этому факту я сегодня за поручение дам провести служебное расследование, но вы, там сегодня дам поручение, соберете всех этих так называемых поставщиков по фамилии, кто там занимался, с директорами школ вместе с вице-премьером, и поштучно с каждым разберетесь. Почему там картошка при стоимости такой-то, почему-то она в 2 раза больше по цене, на каком основании. И вот здесь, опять же, отсутствие нашего прямого контроля этого вопроса
заставляют этого поставщика играть по своим правилам, некоторые недобросовестные директора, и делиться откатами. Это к нам очень много обращаются сами же производители, которые говорят, ну, уберите нам вот эти заслонки посредников, чтобы напрямую могли бы эти вопросы решать. Вице-премьер Игорь Храновский и заместитель министра экономического развития Ася Кацеева проинформировали главу о проводимой в регионе работе по созданию условий для дальнейшего наращивания темпов развития. Храновский отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, благодаря тесному взаимодействию с республиканскими органами власти удалось выполнить практически все социальные обязательства. Планомерно, в соответствии с графиком, строятся и вводятся социально значимые объекты. Кацеева рассказала о приоритетных направлениях деятельности правительства региона и основных мероприятиях по их реализации в 2017 году. Так, по ее словам, индекс промышленного производства составил по итогам января-мая этого года 100,4%. В первом полугодии текущего года в республике также зафиксирован рост объема отгруженной продукции собственного производства. Положительная динамика отмечена и в других областях. Ситуация с водоснабжением в республике накаляется пропорционально повышению температуры воздуха. Особенно остро это ощущается в последние несколько дней. Звонки с жалобами на перебои с водой поступают на телеканал регулярно. Мы пытаемся осветить эту проблему максимально справедливо. Не бездействуют и компетентные органы. Организовывают подвозы, на время перекрывают мойки. Сейчас закупается оборудование для частичной реконструкции водопроводов. Репортаж Мадины Пугуевой. Дебихан Ивлоева живет здесь уже больше 10 лет. За это время к перебоям подачи воды, признается, она уже привыкла. Если раньше получалось хоть изредка поливать огород, то сейчас эти грядки постепенно начинают высыхать. Воды здесь нет уже больше 2 недель. Полное отсутствие живительной влаги в конечном итоге отражается не только на растениях, но и на членах семьи, что в первую очередь бьет им же по карману. Стабильно среду вообще холостронхи. Я уху хаяташ, я вообще хи холострон. Шангуш да хажил. Я тару ясня, я беш даю аз хидот, что я гаяли дамалин хамьёс. А вот местные власти утверждают, что подвоз воды ими осуществляется регулярно. Даже автомойки в городе по их же указанию сейчас закрыты. По графику мы доставляем воду. Есть машины, которые подвозят воду для жителей города. Это станица Вознесеновская и хребет, наша оползневая зона, куда практически, в принципе, у нас были проблемы с этой водой. Отсюда вопрос, почему вода не доходит до каждого, и очевидно на него ответ. Недостаточное оповещение местными властями жителей города, которые не знают, где и как ее забирать. Пока местные власти пытаются решить проблему с водоснабжением, жители города Воинской Славы делают свои выводы относительно виновника происходящего. Одной из причин отсутствия воды они считают перебои в электроснабжении. При отключении электроэнергии мы не успеваем и качать не получается без электроэнергии. Из-за этого никак не получается набрать воду. Вообще-то мы должны были, конечно, отключить водоканал, по идее должны были, потому что сегодня огромные долги по водоканалу перед энергетиками, но тем не менее, имея даже такие долги, мы сегодня не отключили не отключали и не собираемся отключать ни один объект водоснабжения. Еще одна причина перебоев водоснабжения – это изношенность водопроводных сетей. Большинство из них проложено еще в 40-х годах и за это время пришли в негодность. Из-за частых порывов больше половины воды уходит под землю, а потому решение этого вопроса для местных властей в приоритете. Возле развилка, где стоит танк, оттуда отдельно будет проложен водопровод, который будет подавать на 14-ю площадку. Это не в обход Малгобека, не Сагопщи, Псидах, Инарки, а напрямую будет поставляться нам вода. Вот это, если проложить вот эту трубу и отдельно нам будут качать, тогда, наверное, вот эта проблема она будет решена. Вот только в нехватке водных ресурсов виноваты и сами жители Малгобека. Рядом с этим домом, к примеру, видны полувысохшие лужи, откуда нетрудно догадаться. А вот здесь и вовсе полный бассейн. Видимо, кого-то даже перебои в водоснабжении не научили, что желанную для всех воду нужно экономить. Мадина Пугуева, Гапур Чахкиев, Новости 24.
Напоминаю, по поручению главы Ингушетии все автомойки республики опечатаны и закрыты до спада аномально жаркой погоды. А она, кстати, продлится еще пару дней, и это несмотря на дождь. Первыми указания приняли к сведению в Икажеве. Местные власти проверили предпринимателей на наличие собственных скважин и аппаратов циркуляции воды. И закрыли все мойки в селе. Однако зачастую всю воду забирают сами же сельчане, устанавливая у себя водонапорные насосы. Питьевая вода используется для полива огородов, в то время как на другом конце села жители неделями не могут ее дождаться. Многие жители, некоторые жители, которые живут выше уровня скважин, у них доступа воды не хватает. У меня огромная просьба к жителям сельского поселения Икажева, чтобы они не включали свои насосы, которые подключены к трубопроводам, и воду, шланги, которые проложили к своим огородам, закрыли воду, чтобы людям, если они примут такое решение, закроют воду, и жителям сельского поселения Икажева всем хватит воды. Ну а что касается подвоза воды, он организован по всем населенным пунктам, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Так, в Плиеве ежедневно 10 машин курсируют по улицам села. Все желающие приходят с канистрами и бутылками и совершенно бесплатно получают необходимое количество воды. Подвоз воды они делают, конечно. Это отдать должное надо. Они делают. Они стараются, конечно, делать. Сейчас мы в оперативном штабе, несмотря на позднее время, уже 7 час вечера, мы принимаем заявки, сидим здесь. Они нам отдают адреса, улица, номер, телефонный номер, как машина у нас подъезжает с водой. Мы сразу звоним, что к вам подъезжает машина, подготовьтесь, там посуду, чтобы подготовили. В селах у нас есть колодцы, если на улице там 1-2 колодец есть, мы туда заправляем эти колодцы и соседи разносят. Что воду продают, это так на уровне бассейн, конечно, воду администрация покупает. Пусть обращаются в оперативный штаб, вы видите списки, они целые списки, адреса, где мы записываем, номера телефона, пусть в оперативный штаб обращаются в Плиево. Есть у нас оперативный штаб в правительстве, пусть звонят, есть 112, кто с них требует денег, нам 2 минуты подъехать, мы посмотрим, что это за ребята такие смелые. А так воду подвозим бесплатно. Продолжаем выпуск. В Назрановском районе прошел рейд по выявлению захвата земель водоохранной зоны. Это территория, прилегающая к Алханчурскому каналу, которую некоторые жители облюбовали незаконно. Репортаж Саида Куштова. Это улица Овражная. Территория вдоль Алханчурского канала ограничена забором. Аккуратно подкошена трава, посажены плодоносные деревья. Хотя, согласно закону от Алханчурского канала, зона отчуждения должна составлять не менее 15 метров. Хозяйка участка утверждает, что она имеет все законные документы, полученные еще в 2011 году. Но если того требует закон, готова убрать забор для расчистки территории канала. ради Бога, шайваш тадуалия. Хоз медис, гянж даига, хоз хи адуагаш, черцаны долуш. Эти шимоттыш, ас Мухаммед Садис, сон дезиш датсис. Просто хозл юхцееш, что с канал дат ваш тадуалия, дат ал. شيء حكي مشكلة الله كرت يحكي كرت يحكي обязательно يحكي но сканал هذا يحكي سكريت ياخذ جانش حماش دقيقة بوتستين محتاج ميس زدوخ مديه تسقل جيش خلق زمياش خلق حماش خلق وأحسن لي ضد شو يا слово даю أحسن لي ضد متوقع يعني. Выявить незаконно захваченные участки Алханчурского канала – такая задача стоит перед сегодняшними ревизорами. Впрочем, много времени это не заняло. Практически на каждом шагу захваченные территории. Он по просьбе многочисленных обращений к президенту населения, которые живут вдоль этого канала, он был по указанию президента Юнусбека Евкурова, был восстановлен. Но для того, чтобы его обслуживать, нам нужно, зона отчуждения этого канала 10 метров от оси туда, влево, 10 минут справа. Ну, его надо обслуживать, чистить, ну, в связи с тем, что он плотно заселен, награждениями, заборами, мы не можем обслуживать канал. А вот по улице Богатырева в Назране кто-то из местных жителей уже успел даже и фундамент заложить, и территорию проволокой огородить. Нарушителей на месте не оказалось. Вот вы сами видите, что у нас зона отчуждения от оси канала 35 метров.
На самом деле, ровно где-то 15-14 метров уже строят здесь магазины, строят, без нашего ведома, без нашего разрешения. Нам здесь надо ездить, экскаватор проехать, бульдозер, очищать канал, но у нас нет возможности. Вы сами посмотрите, как загружено все это место. Документов у них нет, разрешения нет, от нас никакого документа нет. Они им говорят, что администрация города Назрань нам дадут, но у них нет никаких документов, но стройку продолжает. Местные жители утверждают, что въезд закрыли не просто так. Жалуются, что по ночам здесь частенько устраивают посиделки хулиганы. Через несколько дней техника начнет расширять канал и огораживать оставшуюся территорию. Впрочем, жители сами понимают, что это делается в целях их же безопасности. Саид Куштов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Труженики агропромышленного комплекса отметили Всероссийский день поля. Гостей со всего СКФО приняли во фруктовых садах Сунжи. Там же организовали продовольственную ярмарку, где местные аграрии представили результаты своего труда. Амина Бокова продолжит тему. Празднование Всероссийского дня поля собрало на фруктовых полях земледельцев со всего Северного Кавказа. Сегодня они не только могут познакомиться с сортами картошки, кукурузы и подсолнуха, выращенными на ингушской земле, но и присмотреть новые сорта, чтобы взрастить уже на своей. Больше всего внимания гостей привлекает продукция, выращенная по совместному труду ингушских и немецких аграриев. Благодаря специальной технологии семена плодов акклиматизировали под особенности климата в регионе. Такие вот региональные испытания позволяют нам подобрать сорт наиболее оптимальный для местных условий. То есть мы хотим, чтобы производители картофеля в Республике Ингушетия выращивали высокие урожаи. Наши сорта способны дать 50 тонн и выше товарной продукции с гектара, что, в общем-то, экономически оправдано и позволит получать хороший доход производителям картофеля. Оценивают ингушскую сельхозпродукцию не только земледельцы, но и почетные гости. Глава региона и директор Россельхозцентра России Александр Малько лично поздравили аграриев с профессиональным праздником. Благодаря, в том числе санкционному периоду, многие регионы России переориентировались, посмотрели, как можно уже жить в условиях даже вот таких санкционных, имея при этом больше плюсов, чем минусов. Республика Ингушетия не является в этом исключением. Мы благодаря хорошему подходу к проекту как садоводство и благодаря нашему инвестору создали вот такое великолепие здесь, в Ингушетии. Я не скажу, что это лучше, чем где-то на Кавказе, но это достойный проект, где многие могут поучиться, как развивать садоводство. Серьезный контроль, мотивированность работников и четкий выбор направления или культуры, выращивание которой лежит в основе проекта. Главное условие для хорошего урожая, отмечает глава региона. Почетные гости высоко оценили выращенную продукцию по немецким технологиям. Дегустацию начали с картофеля. Тот или иной сорт пробуйте, пожалуйста. Давайте мы его Качество выращенной продукции дегустаторов приятно удивило. Директор Россельхозцентра отметил, что Ингушетия – первый регион на Северном Кавказе, где было решено вырастить новые сорта с учетом агроклиматических условий субъекта. Страна наша огромная. Не везде мы можем произвести в других регионах то, что можно произвести на территории республики. И этим надо пользоваться. У нас огромный рынок. В принципе, это один из крупнейших рынков мира семеноводческих. Где-то на 4-м, на 5-м месте Россия находится на рейтинге рынков мира семеноводческих. И поэтому я думаю, что определить перечень культур, определить те направления, которые здесь более эффективны, и помогают такие дни поля. Не надо гнаться, наверное, за всеми культурами сразу. Надо выбрать точно те направления, те культуры, те сорта и гибриды, которые надо производить здесь для производства, и которые можно производить для того, чтобы семена их продавать в другие регионы, где это просто произвести невозможно по климатическим условиям. Следующим этапом развития ингушской сельхозпродукции станет закладка семенных участков озимого рапса, ячменя и пшеницы уже этой осенью. Итогом такого сотрудничества должно стать повышение урожайности сельскохозяйственных культур и достижение высоких результатов нашими товаропроизводителями. Мы только в марте подписали договор о сотрудничестве с Минсельхозом Ингушетии. Наша цель – это
во-первых, подбор культур, которые важны для республики, это первое. А вот в ходе испытаний мы тогда уже поймем, какой сорт конкретно будет для республики хитом, какой показывает самый высокий урожай. Второй этап будет озимые культуры. На следующий год, мы надеемся, мы продолжим, может быть, в другом формате, может быть, на другом участке. Делегация во главе с Юнусбеком Евкуровым приняла участие в акции по посадке семян, растений, адаптированных под местные климатические условия. Сорт Бельмондо – средний ранний сорт, жиростойкий, отличается очень выровненными клубнями. Ну, рядом еще соседние капницы, смотрите. Очень вкусный, сейчас можно на ужин себе заработать. Уже можно попробовать. На просторах сада «Гигант» представили и выставку местной сельхозпродукции. Молочные продукты, овощи, фрукты, горный мед. Блюда ингушской кухни также может отведать любой желающий. Завершающим этапом праздника стала презентация сельхозтехники международной фирмы «Грим». Сотрудничество с компанией позволит республике развернуть цех по сборке сельхозтехники. Изучив представленные образцы, глава региона поручил ответственным лицам рассмотреть вопрос взаимодействия с компанией. Амина Бокова, Аза Миржоева, Новости 24. В региональном управлении Россельхознадзора прошли публичные обсуждения результатов деятельности за второй квартал этого года. Так, должностными лицами за первое полугодие проведено 49 плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 69 внеплановых. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 249 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 600 тысяч рублей, взыскано около 300. Мы обязательно сейчас внедрили систему риск-ориентированный подход. Это значит, риск-ориентированный подход, это что значит? Это наиболее, где есть угроза жизни, здоровью населения, граждан или животных, растений. Вот в отношении таких вот хозяйственных субъектов мы проводим свои административные проверки. Но я вам скажу, где-то раза 3 удалось сократить, но как бы на само мероприятие по выявлению хотелось бы, чтобы результаты были, конечно, лучше, чтобы граждане осмыслили это и меньше допускали бы этих правонарушений. Потому что количество проверок сокращено, а количество нарушителей почему-то не сокращается. Главной причиной того, что показатели не улучшаются по сравнению с прошлым полугодием, в Россельхознадзоре считают невыполнение судебными приставами своих должностных обязанностей, а именно несвоевременное взыскание административных штрафов. К примеру, с прошлого года сумма задолженности составляет 8 миллионов, а взыскано лишь 1,5. Здесь отмечают, из-за этого в госбюджет не поступает существенная сумма средств. Кроме того, безнаказанность нарушителей никак не способствует позитивным изменениям в этой области. Начали переписку судебную с департаментом, с управлением судебных приставов по республике Ингушетия, потому что взыскание штрафов оно должно осуществляться, потому что граждане, те, которые нарушают закон, они должны привлекаться и своевременно оплачивать административные штрафы. Мы сейчас проводим анализ деятельности полностью направленных материалов судебным приставам и будем ждать их ответы, исполнения всех материалов, которые направлялись в их адрес для принудительного взыскания с ответчиков административных штрафов. Об итогах работы за второй квартал говорили и в Госинспекции труда. В списке участников встречи уполномоченный по правам человека в Ингушетии, представители Общественной палаты республики, а также малого и среднего бизнеса, региональные профсоюзы и уполномоченный по правам предпринимателей. Представитель Госинспекции труда выступил с докладом об электронных сервисах и приложениях, разработанных Рострудом. Цель данного мероприятия – показать работу инспекции, открытость органа государственного надзора в сфере труда и охраны труда, рассказать о деятельности, о результатах деятельности, о тех новых возможностях доступа к госуслугам у граждан-предпринимателей, рассказать о сервисах, которые создаются Рострудом. Это онлайн-инспекция, где может каждый человек обратиться, не выходя из своего рабочего кабинета, не теряя время, не делая какие-то расходы, может обратиться в инспекцию за решением каких-то вопросов, за консультацией. Отмечу, что встреча прошла в режиме вопрос-ответ. Присутствующие также прошли анкетирование по вопросам правоприменительной практики. Обсудили также вопросы трудового законодательства, возникающие при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Здесь сегодня
составить трудовой договор без проблем. Вы можете обратиться на сайт Роструда. Практически там в электронном виде присутствуют все программы, которые подскажут вам от и до, как вести эту работу. А из нашего окна свалка мусора видна. Так и бытуют жильцы 18-этажек на Сыркорте. Дополняют пейзаж сорняки. Люди не раз обращались к местной власти с просьбой решить эту нелицеприятную проблему. Что в итоге, узнаем у Фериды Мержоевой. Такой пейзаж открывается с балкона 18-этажек, расположенных при въезде в столицу. Переполненные баки, мусор, обросший травой и неприятный запах. Вот уже год жильцы двух многоквартирных домов не могут решить наболевший вопрос. Отходы здесь выбрасывают в специально отведенных местах. Вот только наполненные баки месяцами не вывозятся. Результат такого беспечного отношения сотрудников по ЖКХ и местной администрации налицо. Я вообще согласен с сбор организовать, даква хажадр, то опять же, дарик нахаш миш бакабот. Сборочки где, цимай, ваш далт, дака. Хабяки вот, хажири бака это. Жить среди мусора далеко неприятно. Уборку двора местные жители не раз организовывали за счет собственных средств. Но мусорная машина забирает лишь содержимое баков, а горы отходов вокруг них продолжают пополняться новыми мешками. За помощью жильцы многоэтажек обратились в комитет экологии. Если мы видим, мы смотрим на отходы, да, которые лежат за пределами асфальтированной площадки, это отходы, которые непосредственно на почве лежат. В отсутствии твердого водонепроницаемого покрытия здесь прямое нарушение требований экологических. В данном случае мы будем принимать меры к администрации и главе администрации за это нарушение. Что касается правил благоустройства территории, вопросы привлечения к ответственности за именно нарушение вот этих правил, именно то, что отходы лежат, не вывозятся, не организуется эта работа, должна быть специально созданная административная комиссия, которая будет выявлять и пресекать данные нарушения. Такая административная комиссия создана, но по каким-то причинам не работает. Плюс ко всему во дворе часто играют дети. Мусор при высокой температуре быстрее разлагается и может стать причиной распространения заразы. Здесь уже вмешиваются сотрудники Роспотребнадзора. В данном доме должно было создаться жильцами ТСЖ. То есть эти жильцы сами создают организацию, которая совсем смотрит, вывозит и работает в данном направлении. Если жильцы отказываются создать ТСЖ, администрация должна создать управляющую компанию, которая будет непосредственно с этим работать. То есть в данном случае это администрация Носокосского округа. ТСЖ в 18-этажках до сих пор не создали, а с управляющими компаниями вопрос обстоит куда более сложнее. С проблемными домами никто не хочет связываться. Мусор во дворе – одна беда. Прилегающая территория заросла амброзией. Сезон цветения карантинного растения совсем близок, но скашивать аллерген никто не спешит. Судя по всему, трава в человеческий рост для ответственных структур выгодна, ведь под ней скрывается еще одна свалка. Мусор сюда свозят строители с близлежащих объектов. Мы видим только верхнюю часть отхода, как вершина айсберга. По факту, если до того, как выросла здесь трава, мы видели всю картину, весь участок. Это практически вся территория была захламлена отходами. По данному участку мы работаем уже довольно-таки давно, несколько раз уже привлекали к ответственности административной, именно главу администрации и администрации. Последний раз привлекли к ответственности в прошлом месяце. И исполняющего обязанности главы Насыркорта, и саму администрацию. От 100 до 250 тысяч рублей. Только в этом году региональным комитетом экологии выписано более 40 предписаний главам администрации. Свалка в Насыркорте вошла в список тех, что по указанию главы необходимо ликвидировать до конца месяца. Комитет экологии уже взял ситуацию под личный контроль, а вопрос с беспризорными баками придется решать местным властям. Ферида Мержоева, Рахман Суров, Новости 24. 22 июля пройдет очередной турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва в горах». Выступят 7 файтеров. Сейчас они проводят последние подготовительные процедуры и сгонку веса. Зрителей ждет интереснейшее противостояние. Как готовиться в Ингушетии к этому празднику спорта, узнавал Тамерлан Хамхоев. Республика в ожидании грандиозного бойцовского вечера. Пожалуй, эти слова никак не назовешь преувеличением, учитывая интерес зрителей к смешанным боевым единоборствам. За последние несколько лет бойцовские шоу самых разных масштабов в Ингушетии проводятся довольно часто. Однако каждый раз они вызывают все больше ажиотажа, что уж говорить о самой битве в горах. В этот день ожидается приезд очень много гостей, как глав субъектов Северного Кавказа, так и известных спортсменов. Мы пригласили
бойцов смешанных единоборств, будут и наши именитые спортсмены. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей республики приехать, поддержать наших спортсменов. Действительно будет хороший праздник. В год своего 25-летия Ингушетия сделала огромный скачок и в развитии ММА. Появление бойцовских клубов, талантливых спортсменов и, как следствие, первых титулов. Перспективы в смешанных боевых единоборствах серьезные. Главное не сбавлять темпов и двигаться дальше по нарастающей. Ожиданий от битвы в горах много, как и поединков, что предстоит увидеть зрителям. Поэтому остается только дождаться, а зрелище бойцы обеспечат. Та обстановка, дикая природа, горы, башенные комплексы, вся живая история вокруг. Это, конечно, прибавляет привлекательности этому турниру просто в сотни тысяч раз. Это не сравнить с тем, что происходит в залах. В чем я абсолютно уверен, что я полагаю, что нас однозначно ждут зрелищные, эмоциональные, принципиальные, бескомпромиссные поединки. Поскольку все те, кто выставлен от имени Республики Ингушетия, и те, кто наши дорогие гости, приезжающие сюда, все нацелены только на победу. Билеты на битву можно приобрести в кассах Дворца спорта. Цены варьируются от 1000 рублей и заканчивая 5000. Вход строго по билетам. Чтобы все было на высшем уровне, каждый, начиная от сотрудников Минспорта и заканчивая самими бойцами, должны выложиться на 100%. Это уже 6-я битва в горах будет. Все надеемся на то, что турнир пройдет на высшем уровне. Наши ребята покажут отличные результаты. Руководство республики, руководство Федерации ММА Ингушетии сделали все возможное для того, чтобы турнир прошел, как мы и планируем, на высшем уровне, чтобы все было четко. Теперь задача за нашими ребятами, чтобы выступить хорошо и показать хорошие, достойные бои. Официальная церемония взвешивания состоится в пятницу. После этого у бойцов всего несколько часов на восстановление. И от того, кто будет лучше готов к поединку, зависит исход самого противостояния. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Мусульманин за рулем. Такую акцию безопасности ГИБДД провели на Сыркорте. Мероприятие организовали Комитет по делам молодежи совместно с благотворительным фондом МИАЛ. Автолюбителям лично в руки раздавали познавательные брошюры, своего рода инструкцию по правильному вождению. Репортаж Индиры Манкиевой. 20 лет прошло с той страшной аварии, в результате которой Вахид Мархиев оказался в инвалидном кресле. Водитель не справился с управлением и врезался в машину Вахида. Он никого не винит. Просто обидно, что заплатить собственным здоровьем за чужую безответственность пришлось именно ему. Оценить в процентах или как-то в буквах или словах я не могу. Это надо самому почувствовать. Конечно, очень трудно. Тяжело. Люди с ограниченными возможностями здесь не случайно. Этой акции организаторы и ее участники хотят достучаться до легкомысленных лихачей, говоря, что в лучшем случае все может закончиться для виновника таким образом. Или сам станет инвалидом, или испортит жизнь другому. Когда люди наглядно видят, к чему приводит их действия, то несколько человек задумается, по крайней мере, что они делают, почему так происходит, и не пожелают оказаться в той ситуации, в которой находятся некоторые инвалиды, оказаться в коляске, например, или вообще без движения, а того хуже и погибают. На войне, как говорится, все средства хороши. Сегодня настолько участились случаи ДТП, что цифры потрясают. Общественность просто обязана предпринять хоть какие-то меры для урегулирования ситуации, призывают в Комитете по делам молодежи. Вот за первое полугодие 2017 года на дорогах республики погибли уже более 30 человек. И в связи с этим такие мероприятия сейчас в республике очень важны. Такие мероприятия Комитетом по делам молодежи проводились и раньше очень часто. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, тоже делают все возможное, чтобы предупредить и предотвратить ДТП, но почему-то картина не меняется. Непонятно, куда и зачем так спешат. В последнее время у нас участились случаи, в результате которых погибают молодые люди, даже бывают случаи, что погибают целые семьи. И поэтому мы просим водителей, основными причинами совершения этих аварий является превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения. И мы просим сегодня, мы стараемся достучаться до сознательности наших водителей,
просим соблюдать скоростной режим, не превышать, не нарушать правила дорожного движения. Водителям раздают брошюрки, где доступно объясняется, как должен вести себя водитель или точнее мусульманин за рулем. Терпение, сдержанность и взаимоуважение автолюбителя. Именно эти качества во многом залог спокойствия на дороге. За текущий год сотрудниками ГИБДД уже зарегистрировано несколько десятков ДТП. Кто-то отделался легкими ушибами, кто-то на всю жизнь остался калекой, а кого-то так и не дождались дома. И неужели погоня за пресловутым чувством адреналина и желание довести стрелку спидометра до отсечки стоит таких последствий? Организаторы надеются, что водители выберут для себя правильный ответ на этот вопрос. Индира Манкиева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Государственному архиву Республики Ингушетия сегодня исполнилось 24 года. Современная история архивного отдела республики ведет свой отчет с 19 июля 1993-го. Все это время архив бережно хранит для потомков кладезь бесценной информации. В Госархиве Ингушетии уже сформирована солидная документальная база по истории Ингушетии, которая постоянно пополняется новыми документами и активно используется как для обеспечения деятельности органов госвласти, так и в интересах развития исторической науки региона, популяризации истории Ингушетии и гражданско-патриотического воспитания населения. Так, только за истекшие 2014-2016 годы выявлено и откопировано около 29 тысяч кадров текстовых и картографических документов, 34 единицы кинодокументов и 74 единицы фотодокументов из 9 федеральных, региональных и зарубежных архивов, а также Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. Архивные документы, хранящиеся в Госархиве Ингушетии, составляют историко-культурное наследие региона, представляющее уникальный информационный ресурс по становлению и развитию государственности Ингушетии в составе России. С праздником сотрудников поздравил и глава республики. В детском оздоровительном лагере «Нефтяник» прошла всероссийская акция «Один гимн, одна страна». За лето здесь отдохнут более сотни детей. Для полноценной психологической разгрузки организаторы предусмотрели конкурсы, тренинги и выездные экскурсии. Зарема Ивлоева о беззаботных каникулах. В этом лагере нотки патриотизма чувствуются во всем. В речевках, в развлекательной программе. Сегодня у ребят важная миссия – участие во всероссийской акции «Один гимн, одна страна». Изюминка проекта в том, что государственный гимн звучит во всех уголках страны. Флешмоб записывается на видео и облетает всемирную паутину. Если кто-то во время школьной программы не успел выучить все куплеты, то в лагере есть время закрепить пройденный материал. Россия, любимая наша страна. Гимн – это государственный символ страны. И отношение к гимну – это отношение к своей стране, к своему народу. И оно должно быть самым уважительным. Впрочем, флешмоб смело можно назвать всеобщим. Участие в нем принимают и пенсионеры, и представители общественных организаций, и просто прохожие. Таким образом формируется единая гражданская позиция. Дети наглядно видят, что они часть большой страны. В «Патриоте» отдыхающих учат гордиться своей родиной и любить ее. Программа разработана таким образом, чтобы у детей о летнем отдыхе остались только хорошие воспоминания. Чтобы время пребывания в лагере стало более насыщенным, периодически устраиваются развлекательные конкурсы и выездные экскурсии. Недавно у нас был шашечный турнир, но все участвовали в нем, кто умеет играть в шашки. И я тоже участвовала. И в конце лагеря нам сказали, что выдадут грамоты. Полноценный отдых необходим ребенку не только для физического развития. Уставшие после долгого учебного года школьники нуждаются в психологической разгрузке. Зарема Ивлоева, Залина Магушкова, Юсуп Гелисханов, Хаваш Гойгов. Новости 24. Северокавказский форум «Машук» объединит всех самых перспективных, шустрых и смышленых молодых предпринимателей со всей страны. Это мероприятие послужило трамплином для карьерного роста сотен человек. «Машук» стартует 5 августа. Команда участников из Ингушетии уже сформирована. Подробнее о том, кто представит наш регион, расскажет Индира Манкиева.
Научить молодых людей грамотно составлять и представлять свои проекты на суд строгого жюри и не только. Хадимедова на Машук едет во второй раз. Идея проекта возникла как раз во время первой поездки. Тогда она точно запомнила одно. Даже отличные проекты из-за отсутствия времени или неумения грамотно расписывать их на бумаге могут лишиться заветных проходных баллов. Мы будем приглашать ведущих экспертов страны, то есть это региональные эксперты и также эксперты из города Москва. То есть они приедут, нам будут проводить практические занятия с нашими ребятами. То есть каждый проект будет рассматриваться индивидуально, каждая идея. То есть от идеи до готового проекта мы будем работать с этими ребятами. Журналист Адам Буражев тоже в числе участников форума. Проект молодого активиста напрямую связан с профессией. Адам планирует открыть в республике школу, где будут выпускать квалифицированных журналистов и пресс-секретарей. Второе, по мнению журналистов, в нашем регионе просто необходимо, так как вакансии свободные есть, а работать некому. Есть возможность трудоустроить ребят в средства массовой информации, в том числе окружного уровня, федерального уровня. Сейчас я говорю про портал «Это Кавказ», проект «Итартас». Некому работать. То есть им нужен человек на фрилансе, на контракте, который смог бы писать, работать, отправлять им статьи, фотографии и так далее, но это некому делать. Я понимаю, что у нас кадровый дефицит и по направлению пресс-службы. Опять же, я понимаю, что у нас проблема с фотографами. То есть у нас есть любители, но у нас нет профессионалов. Их можно пересчитать там на пальцах, да, в буквальном смысле. И мне очень хочется решить эту проблему. На сегодняшний день в Комитет по делам молодежи, который выступает региональным куратором форума, подано около 150 заявок на участие. Проекты представлены на самые различные темы – социальные, экономические, политические. Но больший акцент в этом году делается на проблемы экологии. На 5 июля, когда была уже закрыта регистрация на форум Машук, от Республики Ингушетия зарегистрировали более 383 человек. И как идет и в прошлом году, и в этом году есть такое нововведение о том, что какая-то часть людей могут проехать без проектов, чисто ради ознакомления. В этом году это 70% должно быть с проектами, 30% могут поехать без проекта. То есть это 100 и 45 человек соответственно. Молодежно-образовательный форум «Машук» пройдет с 5 по 19 августа. 2000 участников, 2 смены, 6 направлений. Сама программа форума включает тренинги и лекции. К ребятам также приезжают и высокие гости. Видные политические деятели, известные артисты и не только. Глава нашего региона также ежегодно не упускает возможности пообщаться с молодежью, отвечает на их вопросы и делится советами. Программе форума большое внимание уделяется и знакомству участников регионами страны. Это хорошая возможность рассказать гостям о традициях, культуре разных народов. Ингушетия тоже не остается в стороне, представляя на суд участников декоративно-прикладное искусство, традиционные наряды и национальную кухню. Жители соседних республик, черкесы, балкарцы, дагестанцы. Вот, и когда приходил гость, они испевали из одной чаши. И в дальнейшем считалось, что они как побратимы. Машук 2017 объединяет молодых и талантливых уже в 8-й раз и традиционно проходит у подножья одноименной горы в Пятигорске. Индира Манкиева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.